Yahoo! How to make Louis grow. Wait, how to make D major by L, T, V, M, C, A. Мы бесконечно что-то слушаем, что-то смотрим, а в последние пару лет в нашей стране мы безостановочно смотрим на каналах, читаем новости, мы их читаем, засыпаем, в первую очередь берем телефон, просыпаюсь, вот прямо себе говорю, к сожалению, вот с этого начинается мой день. Мне нравится такая карикатура, как-то я даже ее показываю иногда. Два таких человечка аборигенам показывают компьютер и говорят: мы принесли вам связь с внешним миром. А через месяц мы придем с антидепрессантами. И это реально так. Есть такое исследование достаточно большое, когда взяли группу людей с тревогой и депрессией, которые использовали 7 часов в среднем за день социальные сети. И прекратили использование социальных сетей. Вообще в течение дня? Продолжили использовать социальные сети. Достоверно снизился уровень тревоги и депрессии у тех, которые прекратили. У нас антидепрессанты только через месяц начинают работать. А тут уже через неделю отличный результат. Это первое. Второе. Вообще мы далеко не идиоты придумали перемены в школе, в институте, не знаю, физкультурные пятиминутки где-нибудь там на производстве, чтобы мозг вышел из состояния напряжения. А сейчас что мы делаем на переменках? Что мы делаем? Догружаем. И есть работа, которая показывает, что если человек обычный среднестатистический офисный работник, всех из How to make my keyboard. Одна из направлений лечения бессонницы — информационный детокс. Первое. Смотрите новости максимум 30 минут, лучше 15 минут в первой половине дня. Второе. Вообще ограничьте социальные сети по возможности. Я понимаю, что это зов вопиющего в пустыне, но считается, что час, два в день — все, потолок. И за 2 часа до сна вообще уберите гаджеты. Среднестатистическому мозгу нужно 2 часа для того, чтобы перейти от активного бодрствования к пассивному и к засыпанию. Невозможно без 5-12.